5 человек, в том числе трое детей, эвакуированы из горящего дома в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Госпожнадзор сообщает, что пожар произошел в жилом доме. По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кровля дома и квартира номер 4 внутри. Через 2 минуты был подан первый ствол, еще через несколько минут прибыли дополнительные силы. Отмечается, что 5 жильцов квартиры номер 1 и номер 2, из них трое детей эвакуированы. Третья квартира была закрыта снаружи. Предположительно, пожар начался с квартиры номер 4, ее хозяин не пострадал. Всего на месте пожара работали 15 человек личного состава и 3 единицы техники. На данный момент устанавливаются причина пожара, виновное лицо и нанесенный ущерб. 12-летний подросток получил травмы головы в результате наезда в Якутске. Виновный мужчина был задержан сотрудниками госавтоинспекции. По предварительным данным, на улице 50 лет Советской Армии водитель совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего оставил место ДТП. Он объяснил, что совершил наезд из-за неправильно выбранной им безопасной скорости движения, после чего спросил, нужна ли пострадавшая помощь бригады скорой помощи, получил отказ и проводил девочку до дома. За оставление места ДТП мужчине грозит лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет или арест до 15 суток. По факту происшествия проводится проверка. Полицейские по горячим следам раскрыли кражу портативного гаража в Нерингре. По сообщению МВД, заявительница рассказала, что оставила во дворе на ночь свою машину, прикрытую тентом, а утром обнаружила, что портативный гараж украден. Подозреваемым оказался 50-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина оказывает услуги по перевозке на личном автотранспорте. По его словам, у него в гараже отсутствует отопление, поэтому он хотел приобрести портативный гараж, однако это было ему не по карману. Когда в одном из дворов он заметил машину аналогичных габаритов, накрытую автотентом, то он сразу решил его украсть. Дождавшись ночи, подозреваемый приехал к данному дому. Убедившись, что его никто не видит, он перерезал трос, обтягивающий тент снизу, снял его с машины и увез в свой гараж. Отмечается, что в ходе обыска похищенное изъято. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Житель Нерингринского района признан виновным в убийстве мужчины, которого по ошибке принял за своего знакомого. Об этом сообщает Следственный комитет Якутии. Убийство произошло еще в мае прошлого года. Вечером на рыночной площади поселка Чульман после праздничного салюта подсудимый увидел мужчину, которого перепутал со своим знакомым. Вспомнив былой конфликт, будучи уверенным в том, что это его приятель, с которым ранее произошла драка, мужчина подошел к потерпевшему и ударил ножом в живот. От полученного ранения 27-летний потерпевший скончался через 2 дня в хирургическом отделении Нерингринской центральной районной больницы. Подсудимый так и не признал вину в умышленном убийстве, убеждая, что потерпевший сам наткнулся на его нож, когда он оборонялся от нападавшей на него толпы. Несмотря на попытки уйти от ответственности, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельс 35 грузовых железнодорожных вагонов. По версии следствия, вблизи города Ковров на 238-м километре перегон Камешки-Новки сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда, что повлекло причинение крупного ущерба. Также в результате схода погиб дорожный мастер, который в тяжелом состоянии был извлечен из-под вагонов, однако из-за серьезных травм скончался по пути в больницу. По информации Следственного комитета, на данный момент проводится расследование. Допрашиваются свидетели, готовится ряд экспертиз. Также продолжается осмотр места происшествия, изучение технической документации и устанавливается точный размер ущерба. Только крыши домов остались видны над водой в Льора на востоке Колумбии. Улицы колониального городка в воскресенье превратились в мутные реки, в которых в изобилии плавает пластиковый мусор и сломанные ветви. Затоплены 11 муниципалитетов страны. Люди и домашние животные ждут помощи на крышах. Сотни человек отряда экстренных служб вывезли в безопасные места на вертолетах. Правда, спасти удалось не всех. Не менее 3 человек погибли, еще 16 пропали без вести при сходе оползня на муниципалитеты Дабейба и Урамита в провинции Антиокия. Валуны вперемешку с грязью накрыли на рассвете в субботу жилые дома и часть дороги. По прогнозам синоптиков, сильные дожди не прекратятся в Колумбии в ближайший месяц. Об этом сообщил президент Иван Дуки, когда приехал осмотреть пострадавшие районы. Необходимо, чтобы семьи отправились в убежище. Поймите, что риски все еще остаются, а мы тем временем продолжим оказывать гуманитарную и другого рода поддержку, на которую способно национальное правительство вместе с местными органами власти.
Проливные дожди, которые обрушились на восток Колумбии, отчасти обусловлены погодным явлением Ля-Нинья, колебанием температуры поверхностного слоя воды в южной части Тихого океана. В то же время север страны находится во власти шторма в Карибском море. На регион также надвигается ураган Йота, который еще накануне считался штормом. Он быстро набирает мощность по мере приближения к Центральной Америке. Скорость ветра достигает 33 метров в секунду. Ураган, который стал 30-м в этом году, достигнет границ Гондураса и Никарагуа ко вторнику. В странах объявлена массовая эвакуация. Власти не исключают, что Йота окажется более разрушительным, чем Эта, который нанес немалый урон региону всего 2 недели назад.